В Ленске продолжается подготовка к прохождению паводка. В середине марта в районе работала межведомственная рабочая группа КЧС. Представители правительства оценили готовность сил и средств Ленского звена, задействованных в чрезвычайных ситуациях. Дали распоряжение всем структурам доработать некоторые моменты до середины апреля. Более подробно в нашем следующем материале. Подготовка к паводку – процесс очень ответственный. От него зависит благополучный исход прохождения весеннего половодья. Сегодня все структуры района объявили своей готовности, силы и средства во всеоружии. Представители правительства во время мартовского рабочего визита уже оценили их готовность. Замечания возникли, но небольшие. Оценка дается по моменту проверки. Сегодня, если мы во время проверки обнаружили, что нету тех или иных документов, мы, конечно, считаем, что здесь есть недочет. Мы не говорим, что вот, коллеги, у вас, скажем, того, чего нету. Вот давайте тут глаза закроем и скажем, что идите быстро исправляйтесь, и скажем, что у вас все нормально. Такого, как говорится, в нашей комиссии нету и не должно быть. И мы сегодня можем сказать, что по паводковой ситуации район готов на самом деле, да, но ограниченно готов. Районная администрация начала подготовку к паводку заблаговременно. Сегодня, можно сказать, она уже завершается. На 3 заторопасных участках в Витиме, на Потамайском острове и в населенном пункте Тинное ведется чернение льда. Заключен контракт по ослаблению прочности льда. Приехала, значит, с Якутска подрядная организация, которая будет выполнять эти работы. Создана комиссия по обследованию этих участков. Значит, будем мониторить, как проводятся эти работы. Наверное, в середине апреля съездим, посмотрим, как выполняются эти работы. Также Иван Беляев рассказал, что имеется необходимый запас взрывчатых веществ на случай, если произойдет затор. Началась и установка гидропостов. Постоянно будут размещены в поселках Витим, Пеледуй, Ленск и Артанахара. Была проверена и система оповещения. В рамках подготовки к прохождению паводковых вод или сопожарному периоду при проведении ежегодных командно-штабных учений с 29 по 30 марта на территории Ленского района была произведена проверка комплексной системы экстренного оповещения населения. В случае возникновения угрозы жизни и здоровью населения и при введении режима чрезвычайная ситуация, запуск данной системы производится по распоряжению главы Ленского района. Проверка прошла не так гладко, как хотелось бы. В нескольких населенных пунктах не сработала система оповещения. Сегодня специалисты занимаются устранением всех неполадок. Повторная проверка намечена на следующую неделю. Определены места для эвакуации населения, маршруты и схемы работы автобусов. Подготавливаются пункты временного размещения. Они будут укомплектованы всем необходимым оборудованием и продуктами питания. Это у нас аэропорт, лыжная база, спортивный комплекс «Карат» и детский сад «Лучик» на общее количество 930 человек. Определены, в принципе, как традиционно у нас запасные водоисточники, 2 скважины в Северном и в аэропорту. Ведутся плановые работы и на гидротехническом сооружении дамба. В целом, можно сказать, район готов к встрече весеннего половодья. За прохождением ледохода ленчанам можно будет следить онлайн. Камеры установлены, как и в предыдущие годы, на улице Набережной в городе и по одной в поселках Витим и Пеледуй. В Ленском районе, по предварительным данным, вскрытие реки ожидается с 5 по 14 мая. Более точная информация будет к середине апреля. Лед у нас в этом году ниже среднего, так что ситуация достаточно стабильная. Есть перечень районов, которые определены как проблемные в этой части. Мы, к счастью, туда не входим. К тому же и снегозапас в этом году большой, что очень важно для прохождения реки. Так что, я думаю, все будет хорошо. В конце апреля в Ленск прилетит рабочая группа КЧС. Она будет контролировать весь процесс прохождения весеннего половодья. Светлана Балеева, Александр Альчук, Ленск.